Здравствуйте, в эфире программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии Сергей Дорофеев. Смотрите сегодня. Чужой среди своих. Генпрокуратура Казахстана готовит внутреннюю реформу. Главный прокурор открыто критикует подчиненных и хочет понравиться народу. Знаете, я это расцениваю как работу против государства. Раньше их называли, как там, врагами народа. Саботаж. Неуставные отношения. Президент Узбекистана резко критикует министров, за работу которых еще недавно отвечал сам, а простым гражданам дает необычный совет, как разбогатеть. Вы должны спуститься вниз, товарищ, надеть сапоги, снять свой галстук. Я не видел ни одной хорошей дороги, здания или детского сада. Вот какие наши условия. История онлайн. Академия наук Кыргызстана оцифровала уникальные исторические документы. Теперь они доступны всем желающим в интернете. Эта литература относится к концу 19 века, как бы написана на чагатайском языке, на арабском и синопишитском. Насилие в законе. Российская Госдума в окончательном чтении приняла закон о декриминализации побоев в семье. Теперь это административное правонарушение. Эта статья 116 была единственным для них механизмом как-то себя защитить. И сейчас этого правового механизма хотят лишить всех нас, что просто недопустимо. Генеральная прокуратура Казахстана готовится к внутренней реформе. Как заявил глава ведомства, прокуратура вскоре избавится от всего, что не приносит пользы ни обществу, ни государству. Необходимо менять мышление, чтобы заслужить доверие. Именно так отмечает Джаки Пасанов. Поэтому прокуратура сосредоточит внимание на 3 важных задачах в этом году: кадры, новые технологии и уголовный процесс. Вы обратили внимание, я все время критикую свою систему, свое ведомство. Я тоже призываю их объективно относиться к своим делам. Вы ведь не частной компанией там руководите и не всю жизнь будете на этом месте. А вот так сидеть, занять пост, а потом все время отстаивать интересы ведомства. Знаете, я это расцениваю как работу против государства. Раньше их называли, как там, врагами народа. Саботаж. Рассказали прокуроры о своих достижениях. Так, в рамках открытых дел на счетах иностранных банков заморожены 56 миллионов долларов. При этом, сколько средств было возвращено в страну, сотрудники надзорного органа не уточнили. Между тем, представитель администрации президента Казахстана упрекнул прокуроров в том, что их непрофессиональная работа приводит к акциям протеста среди населения. До чего может довести низкое качество рассмотрения обращений. Люди, не получив исчерпывающие и понятные ответы, зачастую идут на крайности. Порой причиной таких протестов является неудовлетворительное качество начальных следственных действий, приводящих к ситуациям, которые затем невозможно разрешить. Несколько таких акций протеста произошли на территории самих органов прокуратуры и вызвали большой общественный резонанс. Самоподжоги, голодовки и так далее. В Таджикистане в 2020 году пройдет перепись населения и жилищного фонда страны. Об этом сообщила директор агентства по статистике при президенте. Контрольный пробный подсчет намечен на следующий год. Он состоится в городе Нурек и в нескольких районах Душанбе. По данным статагентства, сегодня в Таджикистане проживают более 8,5 миллионов человек. За последний год численность населения выросла на 200 тысяч. Согласно прогнозам, через 2 года она составит более 9 миллионов 200 тысяч. В прошлом году вопросники нам помогли составить приблизительный вопросник. Это ООН, ООН народонаселения. И уже вопросник составлен. В этом году нам со стороны бюджета разрешили выделить временные штаты на проведение переписи во всех областях и в самом агентстве, и в агентстве города Душанбе, в нашем управлении. Ну и приблизительный бюджет, обычно бюджет переписи не маленький, это примерно $1,3 на одного человека.
Объем ВВП Таджикистана, согласно официальным данным, в прошлом году составил $7 миллиардов. Это почти на 7% больше, чем в 2015 году. Потребительские цены на продовольственные товары за год выросли почти на 7%, а на непродовольственные почти на 6%. Число официально зарегистрированных безработных составило в стране более 55 тысяч человек. Импорт традиционно превышает экспорт. Отрицательный баланс и отток валюты из страны в экономике Таджикистана многие годы покрывался денежными переводами трудовых мигрантов из России, однако в прошлом году их доходы упали на 33%. Также статагентство определило размер средней зарплаты в стране. В переводе на американскую валюту это $134. Далее. Шавкат Мирзияев лишь недавно стал президентом Узбекистана, но уже остался очень недоволен работой подчиненных. На недавнем совещании он не стеснялся в выражениях. Если раньше такие собрания проходили при закрытых дверях, то теперь их показывают по национальному ТВ. Правда, там не упоминают, что до избрания президентом Мирзияев на протяжении 13 лет сам работал премьер-министром и отвечал, собственно, за все те области, которые сейчас критикуют. Джанаб Розакулов, это тебя тоже касается. Ты научился уже пустословием заниматься. А вы, товарищ, я вам постоянно говорю, спускайся вниз, спускайся вниз, спускайся вниз. Вы все тут летаете. Почему вы держите такого министра? Почему вы и ваши заместители сидите в Ташкенте? Между прочим, раньше это тебе подчинялось. Вот твое наследство какое. Вы должны спуститься вниз, товарищ, надеть сапоги, снять свой галстук. Я не видел ни одной хорошей дороги, здания или детского сада. Вот какие наши условия. Это нормой жизни стало, Улугбек Убайдуллаевич. А вы курируете эту отрасль не первый, не второй день, между прочим. Да, не первый, это правда. Так или не так? Так. Вот так. Узбекский лидер высказался еще по одной злободневной теме. Рассуждая о том, как искоренить бедность в стране, президент предложил нестандартное решение. Каждое домохозяйство в деревнях по всей стране обязано держать по 100 кур. 100 кур каждый день будут давать как минимум 50 яиц. Пусть 10 яиц едят сами, а 40 продают каждый день. Малоимущих семей таким образом не будет. Если мы вместе сможем убедить людей и внедрить такую практику, наше с вами существование и в жизни, и в должности будет очень долгим. Уникальные исторические документы опубликовала Академия наук Кыргызстана. Для этого был создан специальный сайт. Прежде архивные материалы годами пылились на полках и не были доступны. Теперь любой желающий может зайти на сайт и ознакомиться с ними. Подробнее Шавкат Тургаев. На этих стеллажах тысячи архивных материалов десятилетиями ждали своего часа. Рукописи известных археологов, историков, заметки писателей, лингвистов прежде никогда не публиковались. Эта литература относится к концу 19 века, как бы написана на чагатайском языке, на арабском и на пишитском. Вот есть, допустим, такие книги, которые вот, люди вот хранили в таком мешке. Как бы тут есть печатные и рукописные. Не публиковались они в разное время по разным причинам. В советское время из-за цензуры, во время настоящее из-за отсутствия финансирования. В этом фонде собраны уникальные исторические документы. К примеру, в этой папке хранятся записи бесед с участниками и очевидцами восстания киргизов в 1916 году. Эти записи собраны научными сотрудниками Киргизской ССР. Сейчас мы прочитаем один из абзацев. В 1910 году усиливается приток переселенцев в Иссык-Кульскую долину. До этого было всего 5 жильцов. Этим переселенцам были переданы большое количество земли, отобранных от киргиз. Это обстоятельство вызвало недовольство киргиз. Сотрудники рукописного фонда Академии наук Кыргызстана, так и не дождавшись поддержки от государства, обратились к спонсорам с просьбой помочь оцифровать и опубликовать ценные письменные источники. Откликнулся фонд «Сорос Кыргызстан». В течение года провели масштабную работу и результат представили общественности. Задача заключается в том, чтобы дать максимальный доступ к различным образовательным материалам. И не только доступ к образовательным материалам, но в том числе и генерировать различные материалы на кыргызском языке в большей степени, ну и на русском языке, конечно, тоже. Среди этих рукописей очень много материалов, которые ранее не публиковались. Ну, например, вот материалы различных археологических, этнографических экспедиций, также раритетные книги, личные рукописи, например, Алкула Осмонова.
На специально созданном сайте manuscript.lib.kg разместили 3000 оцифрованные рукописи. Это 400 тысяч страниц. Посетители интернет-портала могут выбрать интересующий раздел и узнать детали какой-нибудь археологической экспедиции или что-то новое из жизни известного писателя. Мы уже наблюдаем большой поток интереса к этим материалам. Мы уже наблюдаем, как запускаются различные дискуссии по материалам некоторым. Причем дискуссии, которые вовлекают ученых не только из Кыргызстана, но и из Казахстана, из Турции, из Узбекистана. Работа на этом не завершена, говорят сотрудники рукописного фонда. Оцифровано и опубликовано из имеющейся коллекции далеко не все. Тысячи папок ждут своей очереди. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Насилие в законе. Российская Госдума в окончательном чтении приняла закон о декриминализации побоев в семье. Теперь это административное правонарушение. Эта статья 116 была единственным для них механизмом как-то себя защитить. И сейчас этого правового механизма хотят лишить всех нас, что просто недопустимо. Трус не играет в хоккей. Алматинские мальчишки дали бой студенческой сборной Канады. Профессионалы удивлены, организаторы довольны, дети счастливы. Федерация, конечно, поддерживает все эти проекты. Теперь надо заинтересованных людей, чтобы дальше все это развивалось. То есть построить это одно, теперь надо инфраструктуру создать. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили узников концлагеря Освенцим. Во время Второй мировой нацистами и их пособниками на оккупированных территориях были уничтожены около 6 миллионов евреев. Несмотря на многолетнюю работу историков, о многих жертвах до сих пор почти ничего не известно. В траурной церемонии в мемориальном комплексе Освенцим приняли участие несколько десятков оставшихся в живых бывших узников. Они приезжают туда каждый год, чтобы вспомнить своих родных, друзей, знакомых и соседей по баракам, которые погибли в печах и газовых камерах. Я постоянно плакала, непрерывно. Мы были детьми с изуродованной психикой. Мы были детьми концлагеря. Сначала я была в лагере возле гетто Лодзи. Они называли его «маленький Освенцим». С нами там ужасно обращались. Это была нечеловеческая жестокость. Мы были сами по себе. Там не было ни одного взрослого заключенного. Только дети. В Германии в память об уничтоженных евреях приспущены государственные флаги, в том числе на Рейхстаге. В парламенте прошло специальное траурное заседание, а на территории бывшего лагеря смерти Освенцим-Биркенау в эти дни идут работы по восстановлению и консервации одного из центральных участков комплекса бараков, где содержались сотни тысяч заключенных. Это наш долг перед теми, кто пережил ужасы Освенцима, и перед погибшими. Последние очевидцы трагедии покидают этот мир. Их голоса записаны на пленку, но сам лагерь, его территория и здания — это не менее важное материальное свидетельство. Миллионы людей со всего мира каждый год посещают музей и узнают о трагической истории этого места. Международный день памяти жертв Холокоста был учрежден в 2005 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция направлена против попыток отрицания Холокоста как исторического события и осуждает любые проявления религиозной нетерпимости. Сегодня в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с представителями сирийской оппозиции. Обсуждали грядущие переговоры в Женеве и прошедшие в Астане. На них Россия представила проект новой конституции Сирии. Часть противников президента Башара Асада назвала это недопустимым вмешательством во внутренние дела, заявив, что только сирийцы и могут решать будущее своей страны. Екатерина Бучнева. Вокруг российского проекта сирийской конституции много кривотолков. Так высказался глава МИД России Сергей Лавров на встрече с сирийской оппозицией в Москве. Однако никаких официальных пояснений не последовало. Чуть более многословной была Мария Захарова. Представитель МИДа назвала этот проект опросником. Якобы он был составлен на основе предложений различных группировок, входящих в сирийскую оппозицию. Россия не пытается навязывать сирийцам ни условия урегулирования, ни новый основной закон страны. Очень важно, чтобы это была отправная точка в принципе при освещении этой темы. Мы твердо исходим из того, что будущее Сирии должен определять сам сирийский народ.
Страну предлагается переименовать в Сирийскую республику, убрав из официального названия слово «арабская». А главной целью президента считать действия в интересах сирийского народа, а не стремление к единству арабского мира, как прописано сейчас. Снимается также ряд ограничений для президента. Он по-прежнему должен быть гражданином Сирии старше 40 лет. Однако по новому проекту он не обязательно должен быть исключительным мусульманином. Меняется и пункт о том, что его родители должны быть гражданами Сирии по праву рождения, и разрешается брак с женщиной несирийской национальности. Избираться по новому проекту глава государства будет на 7-летний срок. Ранее сообщалось, что без права на переизбрание. Но РБК сообщает, что в полученных редакцией более поздних правках прописано право президента на 2-й срок. Россия предлагает реорганизовать и законодательные органы, создав дополнение к парламенту Ассамблею территорий. При этом для курдов, до войны они составляли 9% населения Сирии, по российскому проекту будет создана курдская культурная автономия. Вы знаете, есть кто-то там против участия курдов в этих переговорах, хотя все прекрасно понимают, что без курдов решения сирийского вопроса не будет, потому что курды сегодня, как я сейчас сказал, реальная сила, которая контролирует сегодня 20% территории Сирии и реально борется единственная сила, которая именно победила террора в лице ИГИЛ. А вот пресс-атташе сирийской оппозиции Ариди выступил против, предостерегая Россию от повторения ошибок американской администрации в Ираке в 2003-2004 годах, также пытавшейся влиять на законодательство страны. По словам Ариди, писать Конституцию Сирии должны только сирийцы. Эксперт по Ближнему Востоку Сергей Данилочкин, много лет возглавлявший иракскую службу «Радио Свобода», считает, что успех российского проекта будет зависеть не столько от его содержания, сколько от желания конфликтующих сторон найти компромисс. Первая проблема, это, как я сказал, проходит по линии раздела этнической. Вторая, безусловно, линия раздела будет религиозная. Но и, насколько я понимаю, проект Конституции он носит светский характер. Значит, тоже раздел между светскими и религиозными элементами – это тоже часть вот этого процесса. И насколько все вот эти 3 элемента можно взять, можно будет соединить между собой. Уж не говоря о том, что, скажем, межпартийные какие-то могут быть разногласия. Это вот вопрос будущего и вопрос этих переговоров, которые предстоят по этому вопросу. Следующие сирийские переговоры под эгидой ООН пройдут в Женеве в феврале. По словам Лаврова, их отложили сначала на конец месяца. ООН пока не подтвердила перенос даты. Ученые, следящие за символическими часами судного дня, перевели стрелки на 30 секунд вперед. Потенциальную глобальную катастрофу, по мнению физиков-атомщиков, приблизили заявления нового президента США Дональда Трампа и рост националистических настроений на планете. Репортаж Алены Островской. Стрелки символических часов судного дня в четверг приблизились к полуночи на полминуты. И впервые за 64 года оказались так близко к роковому часу. Отсчет ведут издатели журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». В этом году они сочли, что ядерные угрозы, климатические изменения, кибертехнологии и рост националистических настроений немного приблизили конец света. Сейчас часы показывают 23 часа 57 минут 30 секунд. Самыми тревожными стали 2 момента, которые уже представляют угрозу для мира. Первый – безответственные и опасные речи о ядерном оружии, которые зазвучали в разных странах, и в первую очередь в США во время президентской кампании. Второй – растущее пренебрежение к научным заключениям, которые необходимы для противостояния различным угрозам, включая изменение климата. Новый американский президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании заявлял о необходимости усилить ядерный потенциал, а также выражал недоверие выводам ученых о глобальном потеплении. В последний раз часы судного дня переводили в 2015-м, причем сразу на 2 минуты вперед. На фоне резкого ухудшения отношений между Россией и странами Запада из-за событий на Украине. Российская Госдума приняла закон о декриминализации побоев в семье. В последнем, 3-м чтении насилие в отношении близких родственников документ переводит в разряд административных, а не уголовных нарушений. Против проголосовали лишь 3 депутата. Под поправки попали действия, которые совершались впервые и, цитата, «причиняли физическую боль, но не повлекли последствий для здоровья». За них будут наказывать штрафом от 5 до 30 тысяч рублей, арестом на 15 суток или 120 часами исправительных работ. Ранее за это, отмечу, грозило до 2 лет тюрьмы.
Авторы нового закона считают, они исправили юридический перекос, как сказали сами. Прошлым летом в России уже декриминализировали статью о побоях, сделав исключение лишь для действий в отношении близких родственников. Таким образом, шлепок собственного ребенка мог наказываться строже, чем потасовка с незнакомцем на улице. Принятие нового закона сопровождалось протестами. Критики считают, что он лишь усугубит ситуацию с домашним насилием, от которого в России страдает ежегодно более полумиллиона женщин. При этом по статистике Центров помощи жертвам домашнего насилия о побоях в семье сообщает лишь каждая 10-я пострадавшая, и то после того, как избиения повторяются в среднем не менее 7 раз. Если обвинение публичное, которое ведет государство, оно само производит эти все действия, оно собирает доказательства, оно находит свидетелей, оно пишет исковое заявление. То есть в случае, если это просто статья 116, то женщина, это частное, поскольку это частное обвинение, она вынуждена все это делать сама, не обладая при этом практически никакими ресурсами, потому что обычный человек, и тот еще задумается лишний раз, пойти ли в полицию, потому что достаточно сложно. Большой репортаж о домашнем насилии в России смотрите в это воскресенье в программе «Неделя» с Шахидой Якуб. В Алма-Ате прошел необычный хоккейный матч. Студенческая сборная Канады, прилетевшая для участия во Всемирной зимней универсиаде, на открытой площадке встретилась со сборной одного из алматинских дворов. За мастер-классом наблюдал Дмитрий Беляков. Сборная Канады против ребят из обычного алматинского двора. Звучит невероятно, однако на льду действительно хоккеисты мужской и женской канадских студенческих дружин, прилетевшие для участия в 28-й Всемирной зимней универсиаде. Сегодня их противники и одновременно ученики – игроки алматинского детского хоккейного клуба «Стрижи», а также подростки, живущие во дворе, где расположена хоккейная коробка. Уникальный мастер-класс организован Алматинским общественным фондом «Спортконцепт» и посольством Канады. Его задача – продвижение любительского хоккея среди детей. Посол Канады в Казахстане Шон Перри Стайл и сам не удержался от того, чтобы выйти на площадку. Он рассказывает, что игроки канадских сборных с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в акции, несмотря на предстоящий вскоре тяжелый турнир. Это было немного сложно, потому что им нужно сфокусироваться на предстоящих соревнованиях. Но если вы посмотрите на биографии многих игроков нашей университетской сборной, они не только атлеты и студенты, многие из них — общественные лидеры. И когда они поняли, что есть возможность поработать с общественностью здесь, в Алма-Ате, они сказали: не проблема, давайте сделаем. И они очень рады, что им представилась такая возможность. Интересна и история самой площадки. Эта хоккейная коробка появилась в одном из алматинских дворов 5 лет назад. Все началось с семьи Алексея Кузнецова, которая решила, что нужно избавляться от бесполезного пустыря и дать детям возможность заниматься спортом. Так родился общественный фонд «Спортконцепт», который сегодня занимается строительством подобных катков по всему городу. Эти люди сами заинтересованы в том, что такая инфраструктура находится в их дворе, потому что они, во-первых, и сами играют, катаются на коньках, а также их дети. Это экономит время, это экономит деньги, не отрывает вас от каких-то домашних дел, путешествуя в другой конец города на открытую, допустим, арену. Это совсем другое ощущение. То есть, когда ты вышел и в шаговой доступности за несколько минут зашел на каток или спортивную площадку и начал заниматься спортом. Дворовый хоккей был сильно развит в Казахстане во времена СССР. Открытые катки и хоккейные коробки можно было найти в любом микрорайоне города. После развала Союза эта традиция подзабылась. Однако, по словам представителей профильной федерации, в последние годы хоккей вновь набирает обороты, и большие надежды связаны как раз с грядущей универсиадой. Говорить, что в Алма-Ате мало катков, это нельзя так говорить. Уже Халык-арена открылась 3000-ник. Олимпик также остался, очень хороший каток, Балан-Шалака. 12-тысячник открылся. То есть развивается, развитие идет. Федерация, конечно, поддерживает все эти проекты. Теперь надо заинтересованных людей, чтобы дальше все это развивалось. То есть построить это одно, теперь надо инфраструктуру создать, команду создать. Хорошо будет, если она в КХЛ будет играть. Завершилось мероприятие раздачей автографов и обоюдными селфи. Организаторы надеются, что подобные акции им удастся проводить чаще. О местных детях и говорить нечего. Они просто счастливы.
Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся в понедельник в это же время. Всего доброго.